Новости спорта расскажет Салман Сапралиев. Добрый вечер, друзья! Итак, самые значимые моменты в спорте за последние пару дней. Составлена сборная сезона высшей лиги ИВО Ростов. Организаторы турнира включили итоговую сборную двух игроков Ангушта, триумфаторов лиги. Место одного из центральных защитников занял Исламбек Саутиев, который внес неоценимый вклад в чемпионство команды. Позиция центрального полузащитника осталась заслужена за Адамом Медаровым. Адам является системообразующим игроком в центре поля для ангуштовцев, стал лучшим ассистентом лиги. Кроме того, организаторы лиги назвали Адама лучшим игроком MVP чемпионата. Магомед Мальцагов – победитель Кубка мэра Москвы по рукопашному бою. Он выступал в весовой категории 98 килограммов. Соревнования проходили с 6 по 8 сентября в подмосковном спортивном комплексе «Жаворонки». В состязаниях приняли участие 500 спортсменов и 20 команд из регионов страны. В Челябинске состоялся ежегодный фестиваль национальных видов спорта. На отдельной площадке челябинские спортсмены представили ингушский национальный вид единоборства шот-санланд. Представили ингушскую школу воспитанники тренера по смешанным единоборствам Есефа Мамедова. Отметим, что ранее в рамках международного семинара в Ингушетии была достигнута договоренность о создании в Челябинске Федерации ингушского единоборства шот-санланд. В 8-м туре РПЛ в матче Акрон-Химки на поле друг против друга встретились братья Бакаевы. Дуэль осталась за младшим. Игра проходила накануне в Самаре. Акрон выиграл в этом противостоянии с разгромным счетом 3-0, а сам Салтмурат отыграл 78 минут и отметился в первом тайме голом и голевым пасом. В текущем сезоне Бакаев записал на свой счет РПЛ 3 результативных удара. После матча полузащитник Акрона Салтмурат Бакаев признан лучшим футболистом матча 8-го тура российской премьер-лиги. Новый ФОК с плавательным бассейном в Сунже посетил исполняющий обязанности министра спорта республики Руслан Белхароев вместе с заместителем председателя правительства Ингушетии Микаилом Балахоевым. Ранее было объявлено, что в начале сентября ФОК откроет свои двери для жителей города, но из-за ряда причин, связанных с вводом в эксплуатацию нового объекта, спорткомплекс не начал функционировать. Участники выездной инспекционной проверки еще раз осмотрели объект, после чего было принято решение, что в течение следующей недели спортивный комплекс сможет начать свою работу. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.